Может, тоже здесь цену освободим, вот как раз ложу, как раз все прорезать. Примерно 2 на 50. На 40. На 2 будет метра. Или будем мерить? Ты можешь проверить, или отсюда, я знаю. Нет, ну чтобы потом... Давай, да. Снято корреспондентами. Я думаю, что... Ну, давайте. 2 метра. Нормально. Вертикально. Зараз уже те саме. Все равно те самое. Или он еще позднее, после меня поехал. Олег же тоже не имеет значения, кто был. Все равно. А что неким парадоксальным шляхом это можно расценить? Звук идет, Володя? Да. Так, Сергей, так нормально я держу микрофон? Ну, ты Нормально? микрофон в кадре держишь. Не для него в кадре держи. Работаем. Прокомментируйте, пожалуйста, что здесь происходит. Тут идет уже традиционный обыск помещения штаб-квартиры Белорусского народного фронта.
На мой взгляд, этот обыск ничем не мотивированный. Но есть бумаги, которые оформлены в соответствии с законом. Поэтому сотрудники милиции провели обыск в штаб-квартире, изъяли лозунги, которые были чисто пропагандистские, которые никому не могли принести никакой опасности. И, в принципе, это просто очередное давление власти на оппозицию. То же самое, как сегодня, большая очень проблема в проведении рок-концерта, потому что власти отказываются подключать аппаратуру. Вы как-то связываете это, обыск с проведением Дня независимости республики? 8 июля, как раз День независимости, естественно. Стоп, извини, Владимир, скажи это фамилия, разверни все нормально будет, да. Так, Я повторю сначала. Да, вопрос повторить. Вы как-то связываете? Вот я даже не знаю, как квалифицировать. А это не будем квалифицировать. А як ви так кваліфіцюєте? Наркотики я вам так квалифицирую сразу. Я другой. Пробачте, я ще марихуаною не займаюся. Я другой. Нет, почему? Это тоже желательно зачитать? Да. Значит так. Я думаю, это ну, палка. Просто, да, деревянная палка, скажем так, длиной. — 65,5 сантиметров. И наибольшим диаметром... 65,5? Да, 65,5. И наибольшим диаметром 4 миллиметра. Вы это знаете. Я говорю, я не могу сказать. Не, Я нема например, проблем. уже повесил, что потому что есть как бы рукоятка. Для скалки должна быть 2 рукоятки, будем говорить. Ну, будем говорить так, что нормально для пленки сделать. Еще больше мы ничего не Вот знаем. и всё. Заявление. До вас нема? Поступали. Не, я просто не думаю, что это предметы похожи на дубинки. Я не писал, что... Ну, Светло-коричневого это цвета, вы можете похожих на оспаривать. дубинки размером 51 сантиметр. Я размеры не оспариваю. Потому что если коллега, то можно неким чином, что она подобна, может быть. Да и то я сомневаюсь. По-моему, это палки ну, это разберется грозной эксперт. формы. Разберется эксперт. Добре. Так может давайте такий компромисс. Так, это предметы назовем палками. Так, я не оспорю, они засняты. Ну, естественно. Вот. Только слово дубинки я лишу не подходит. Ну, это вы можете написать. Давайте я это напишу, и какое это Вы самое. дочитали, все дочитали? Все, никаких інших претензий нема. Давайте я могу Так. написать, что 4-й, 5-й пункт. Окромя, значит, что 4-й пункт это предметы, подобные на палке с отповедными размерами. Ну, естественно. Вот, и деревянный предмет черного кольора, палка, так сказать. Давайте То есть деревянные палки. Ну, Где это здесь, писать? здесь напишите. Все-таки поступили жалобы. Ну, жалобы не было под час проведения обыска, и вы это знаете. Тогда давайте так. С пунктом 4
коска 5. Гэтыя предметы дравляные. Нормально? Так? Пожалуйста. Гэтыя предметы. На мой погляд, з'являються палками з дерева. Ой, де так, я тут забыл дровляные написать. Так, так, значит, Вот теперь что? потенциал, который производим в области. Копию протокола получил. Я зараз ще ті правки внесу туди. Так. Ну, мы тут От тоже. 27 липня. Звичайний прийом. Старий як світ. Это ничего, все нормально. Я в Дубинке. От ти мамусі якоїсь. Машини тут з'явились ментовські година 10, Так, спочатку дня. наступної акції не забрали. У новому Свержні є там Нема у нас, нема. Передаваю, что был в Новом Сержне, на вас у Лидии. У Лидии есть и у Слонина. Его старая тоже разбирается. Тогда не надо здесь останавливаться, своей дорогой идти к коммунистам.
Не, это на меня глядят. Я не вижу. А что ты? Я так и думаю, что на белорусском дякую. Дякую вам. Просим ахвяру. Дякую вам. Старшині районних радов і секретарі управи. Будь ласка, старшині радов і секретарі управи. Подойдите до плаката, обновное господарство. Решую вас, Это будет в центре. Ой, видите, где а? Где? Старшині районних радов, секретарі управи. Да колесо не сливай. забивайте мне на самом деле. Наши не пойдут сами. Лепше же вы меня посадите, а я... Прийдемо сюди, нам до автомобілі не треба. Хватит фотографировать! Только по тротуарам. Решительно вас просим покинуть проезжую часть. Своими действиями мы полностью парализовали движение городского общественного транспорта. Убедительная просьба покинуть проезжую часть. Уважаемые
всем противоправным языком. Пункту разрешено только по тротуарам. Разрешено только по тротуарам. Там папа праздновал, а вы только не мешали. Уважаемые граждане, свои действительные готовности организовали движение городского общественного транспорта. Убедительно покинуть проезжий участок. Разрешено проведение массовых мероприятий на площади Парижской коммуны и оперного театра с 14 до 19 часов. Действие разрешено только по тротуарам. Напоминаем, действие разрешено только по тротуарам. Только по тротуарам. Никому не мешает. Только подошли, всем сразу мешать.
Родима, свобода, долой муку урода! Родима, свобода, долой муку урода! Родима, свобода, долой муку урода! Ганьба! 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 Нашли еще домой. Ну я туда и сам пойду. Беларусь? Живее белорусский морской флот! Живее Беларусь! Живее Беларусь! Живее Беларусь! Долой Луку, урода! Родима, свобода! Долой Луку, урода! Долой Луку, урода! Родима, свобода! Живее Беларусь! Исую! Живее Беларусь! Живее Беларусь! Нельзя! По тротуарам показали. Если бы это был план. Нет, конечно. Слава нации! Смерть ворога! Слава нации! Смерть ворога! Владар светов великих, солнцев и сердц малых, над Белорусей тихо и ветлой росы.
Это первое. Другое. Складенный уже расклад. Выступал. Надоело на дорогой на чужие, на хорошие лететь, а моя женя удалится, завязала белый за правой руку, поведу я удалицу на горку кругу. Я пойду белый птичек, девочине другой. А я пойду белый птичек, девочине другой. Галиланский артист, подожди. Момента, во-первых, большая путаница. Не я подписывал декларацию, ее подписывал Дементей. Я работал над первыми 5 статьями этой декларации и горжусь ими. Фактически политически они определяют, что такое декларация из 12 статей. И мне кажется, что это важный этап в деле нашего становления. А результат важнейший, что в Беларуси многие поняли, что Беларусь это независимое государство, что Беларусь имеет давнюю историю, и последние 7 лет этому очень и очень помогли. Вот сейчас вы могли себе представить 7 лет такое явление, вот как сегодня? Не дай бог, да, полетел? Холера. Так высоко, а на что ж так? Сейчас это видно, вот так поведите глазами. Вот это, и древо, и потерите. Полыхает земля за вами. На, тримай. Люди на його! Кришна, твои тобой.
землю промень, это ветер, что рвет. Кончай меня снимать. Крупным планом давай. Все появятся демократические праздники. В Беларуси подавляющее большинство людей придерживаются демократических принципов. И шайка людей, которая с помощью России дорвалась до власти и совершила государственный переворот. Ей нравится диктатура, потому что они любят господствовать и не умеют управлять этой страной. Вот в чем вся беда. Я повторяю еще раз. Вопиющая необразованность, политическая их, которая на руку темным силам России. И вот они сплотились. Поэтому в Беларуси предостаточно демократически сориентированных политиков и людей. А какова ближайшая перспектива, на ваш взгляд, Беларуси? А я не строю прогнозы. Я не строю прогнозы, потому что, в общем-то, прогнозируются явления, которые подчиняются каким-то принципам и каким-то закономерностям. А импульсивное явление, когда человек в жизни не написал приличного сочинения и учит учеников, как его писать в школе, такие явления прогнозировать нельзя. Я не учу людей, в общем-то, делать то, чего я не умею. На ваш все-таки, это с той стороны, что называется, не поддается прогнозу. Но все-таки, если вы, даже как у вас аналитический ум, вы можете все-таки какой-то дать раскладку? Раскладку, пожалуйста. Очень простая вещь. Когда будет демократия в России, и Россия будет, в общем-то, придерживаться единых стандартов демократии, немедленно будет демократия в Беларуси. Немедленно. 27 июля 1990 года. Естественно, это огромный исторический этап в жизни нашей страны, в жизни Беларуси. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, при этих условиях, вы причастны? Здесь в основном молодежь, что меня больше всего радует. Поэтому я думаю, что молодежь эту ситуацию выправит. Она уже растет по государственному, по-белорусски сориентированному. Это не значит, что во вред кому-нибудь. Это значит, на пользу Беларуси. Я возьму ее в руки, Коша. Когда стоит серия? Сергей Павлович, вот ожидалось ли что-то подобное за то время между первым и вторым случаем задержания? Да нет, не ожидалось, потому что все это очень нелогично. В принципе, наша группа поехала на границу снимать сюжет, то есть выполнять задание редакции. И они сами пришли на контрольно-пропускной пункт, где их задержали, потом посмеялись, отпустили. И никто не ожидал. И само это задержание, оно выглядит очень странно. Почему-то это оперативная группа погранвойск, не прокуратура этим занимается. Потом они всех задерживают в субботу поздно вечером. В одно время? Да, около 19 часов. То есть практически в субботу никого нет. Ни местного руководства, ни в Москве никого нет. Расчет именно на это. Впервые мы узнали, что они задержаны, это было 2 часа ночи. От кого? Позвонил какой-то пограничник, он мне представился, он сказал, вот Шеремет тут рядом, вы не волнуйтесь, значит, вот они задержаны для следственного эксперимента в связи с возбуждением уголовного дела о незаконном переходе границы. А Шеремета не дали поговорить? Нет, Шеремета не позвали, поговорить с ним не дали. Сегодня мы раз 7 или 8 звонили дежурному погранвойск, значит, поменялась смена, и потом уже где-то на 7-й звонок, уже после сообщения по НТВ, что они задержаны, нам ответили. Не волнуйтесь, вот они находятся там, и, значит, они сегодня должны быть отпущены. Но пока, к сожалению, они еще не отпущены. А в чем следственный эксперимент заключается? Я тоже не могу понять. Еще раз перейти границу или что? Ну, получается, что группу должны заставить еще раз, значит, выйти на этот участок неохраняемой границы, где никаких пограничников никого нету, где есть старая надпись, еще старшая с времен Советского Союза, Белорусской ССР, и больше там ничего нет. И стоит вот такая через дорогу трубка. То ли шлагбаум, то ли еще что, непонятно что. Если так дело пойдет, я, пожалуй, не удивлюсь, если им по обвинению в шпионаже будет предъявлено. Но там можно что угодно предъявить сейчас. Вот. Сейчас уже ходят слухи, что вроде бы Литовская республика сделала официальное заявление в связи с переходом границы. Но это пока не проверенная информация. Так что...
Досить цивілізовані, так війна. У нас республіка вперед, пропозицію його заслухати. Давайте послухаємо. Тут нічого страшного нема. Увага! Будьте культурными, нормальными людьми, не раскричать. Мы не на базаре с вами. Перелаз. Дорогие свои шерифы, горите поливание прекрасных шикарных. Я вас прошу быть уважливыми. Так говорит нельзя. Дорогие свои шерифы, я буду нарушу белорусский народ. А для того, чтобы относительно решать не могу. Вы утверждаете внутри вас, вот даже не видите, другие. Я с вами, народные земляки, я отшиваю, что вы помощь со мной. Не тревожьтесь за будущую жизнь по плане родителей. Республику Украина передает Саши Степанов Матвеем. Диктатора! Ганьба! Ну что вы? Хлопцы, я вас прошу быть спокойными. Будьте уважливыми. Так робить нельзя. Знаете, тут белорусы тут есть с розними поглядами. И нельзя так робить. Будьте культурными, нормальными людьми. Цивилизованными. Дайте скончить читать. Кто не хочет, то не Увага! Мы тянем час только. Крилас. Олег. Народный письменник Василий Быков. Знаходиться далеко от нас, может быть, у іншому на свете. Из бездейности должится жахливый процесс помирания нации, яе мовы, национальной культуры. Сярод іншых сподіванок, часом пустых и никчемных, есть одна слушная надея на диаспору, на те 4 миллиона белорусов, что не отрученные отрутами веку поспехли духовного снігу и заховали в себе боскую искру почуття батьківщини. Теперь вы, по крайней мере, ваши представники у этой зале, есть великий сенс поговорить, померковать, поразуметься.
каб беларусам не ўмерці зусім і назаўсёды. Маю гонар вітаць усіх удзельнікаў з'езда і пажадаць плённай і удалай працы. Дзякуй. Хто супроть? Поважаныя спадарыні і спадары, паводле бясспрэчных гістарычных фактаў вклад беларускай літоўскай дзяржавы на захадзе пасля Грунвальдскай бітвы Теутонский орден. Я немножко перестрою. Да, давайте сначала. Я понял ваше сегодняшнее приветствие просто как приговор нации, потому что вы сказали, что Отечество хранится практически за рубежом, а белорусы, которые живут в своей стране, ждут, когда что-то изменится. Ну, это, может быть, с моей стороны было допущено, так сказать, некоторое преувеличение, такая риторическая, так сказать, гипербола. Конечно, нации будут жить даже в наших драматических условиях, так сказать, геноцида и этноцида. Все-таки нации сохранят свое существование. В противном случае в конце 20-го столетия нации не должны гибнуть, иначе это было бы не по-божески, это просто было бы кощунство в космическом, так сказать, масштабе. Другое дело, что белорусская нация в несколько специфическом оказалась положении. Ее ситуация здесь внутри страны, безусловно, влияет на состояние и, может быть, каким-то образом и на прогноз белорусской диаспоры, рассеянной во многих странах. Ведь известно, что около 4 миллионов белорусов проживают за пределами метрополии. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что существует все-таки политическая и национальная воля и самой нации, и нашей диаспоры. И эта воля является залогом, так сказать, ее выживания, поскольку, будем так говорить, видимо, других условий, так сказать, для этого уже не осталось. Оптимальный вариант для этого, когда лидер государства и лидер нации совпадает в одном лице. Существует ли такая ситуация сейчас в Беларуси? Конечно, лидер государства, так сказать, не является лидером нации. Наоборот, он является ее антиподом. И его, так сказать, все усилия направлены как раз на уничтожение этой нации, на ликвидацию ее национального самосознания, ее культуры, ее языка, о чем, собственно говоря, он сам говорил уже не один раз, хотя, конечно, в его речах сквозит много разных противоречий, но, тем не менее, по крайней мере, против языка он очень активно борется и политическими, и полицейскими методами. И это, конечно, характеризует его определенным образом и его отношение, вернее, отношение к нему его нации. Скажите, пожалуйста, что вот белорусы, живущие здесь в Белоруссии, могут получить от диаспоры? Я имею в виду в духовном плане. Может ли диаспора влиять на духовность белорусов здесь?
Да, конечно, как показывает опыт прошлых лет, лет тоталитарного господства на Белоруссии, диаспора дала очень много Белоруссии, метрополии, хотя бы в том смысле, что она сохранила остатки национальной культуры, национального самосознания, и, что особенно важно, сохранила в чистоте, так сказать, почти первозданный белорусский язык. Вот, поскольку белорусский язык, как и все духовное состояние на Беларуси в годы тоталитаризма, подверглось, конечно, тотальному разрушению. Вот, и именно эти остатки его сохранились, как ни странно, за пределами Белоруссии, сохранила белорусская диаспора. Но вот теперь идет как раз процесс уничтожения этой языка, остатков культуры и в диаспоре. Хотя этот процесс, конечно, как показали сегодняшние выступающие, естественный процесс, поскольку старшее поколение белорусов в эмиграции уходит. Вот сегодня прошла весть о смерти замечательной белорусской поэтессы эмиграции Натальи Арсеньевой, автора гимна, который так не стал официальным гимном Белоруссии, несмотря на все усилия, так сказать, белорусской демократии. И вот она умерла в Соединенных Штатах. Скажите, пожалуйста, возрождение белорусской нации здесь, с чего оно должно начаться? Ну, возрождение, во-первых, начиналось сейчас, если иметь в виду наше время, не первый раз. Было несколько таких попыток, которые, надо сказать, каждый раз заканчивались драматически, трагически заканчивались эти попытки. Ну, поэтому, как показывает опыт, успеха, очевидно, и на этот раз не достичь. Однако это не значит, что этот успех невозможен. Он, очевидно, потребует больших усилий, чем те, на которые способен белорусский народ, белорусская нация. Это политический шаг, знак протеста против того полицейского режима, антидемократического режима, который установился. Оппозиция тогда права, когда она в рамках закона. Но как только ты переступил закон, отвечай. Юристы говорят так: плох закон, но он закон. Вот они все сидят, представители власти нашей, и судьи, и генеральный прокурор здесь сидит вот перед вами. Плох закон, но он закон. Он принят, и принят не надо. Возьмите российского журналиста, который был задержан на границе с Беларусью. Ведь ему категорически не рекомендовали, предупреждали не ехать в ту зону и не вести там съемки. Он сделал это нарочно. И это не российский журналист, это наш журналист, белорусский, от оппозиции, который Балтом там вчера кричал. Это было сделано умышленно, специально, зная о том, что в Уголовном кодексе есть 80-я статья. По первой части до 2 лет, по второй до 5 лет конфискации имущества. Он что, этого не знал? Это же не Лукашенко эту статью записал. Это же записали в демократические времена, во времена Шушкевича. Так что, он не знал, что за это надо отвечать? Знал. Кто тебя послал туда, на границу? А теперь возьмите свою страну, где вы, допустим, живете. Ну, представьте, что в Узбекистане кто-то перешел бы границу с Афганистаном. Когда его предупредили, что туда нельзя, там разворачиваются новые системы контроля за этой границей. Это не только белорусско-литовская граница, это союзная граница России и Беларуси с одной стороны, Литвы с другой. И все это, видите, разворачивается, что тут вот в Беларуси тоталитаризм, что это плохо, это вот они ненавидят русских людей. Каких русских людей? Это вот вам примеры того времени, когда вы здесь были. А вчера демонстрация. Я Богом молил, чтобы вы
только туда не пошли. Ведь там заранее планировалась провокация. Провокация того кшталту, как белорусы говорят, что если бы вы туда пошли, надо было столкновение сделать с правоохранительными органами, а это они умеют делать, с прутьями заточенными и так далее. И вы должны были стать вот на этих митингах заложниками. И слава Богу, что вы туда не пошли. Надо была картинка. Вот, белорусы с свету приехали, а их тут побили всех. Вот в чем была эта задумка. Поэтому я уже приказал убрать лишнюю милицию вообще оттуда. Пусть идут. Пусть идут. Но они по закону ответят. Возьмите Великобританию. Оплот цивилизации. Но там есть некий гайд-парк, где можно прийти в определенное время и кричать: Лукашенко здравствуй, Лукашенко дурак, там и так далее. Мы отвели такое место оппозиции, фашистующей и коммунистической оппозиции. Идите кричите в разных местах. Но где вы видели, чтобы власти запретили хождение по улицам и остановку транспорта, а еще раньше переворачивали автомобили? И они толпами пошли. Назовите мне хоть одну такую страну. Она может тоталитаризм. Но вы поймите, здесь нет как таковой оппозиции. Милые мои соотечественники, нет ее. Их 1500 из 11 миллионов. Со всей республики они наскребают и ходят по улицам с этими лозунгами и прочим. Ну мне связываться с этой оппозицией, так называемой. Но делают картинку. Посмотрите, вчера на российские средства, вот они здесь присутствуют, внимательно камеру поставили и за мной наблюдают. Кто выступал? Вот она, девчина наша, Лена Лукашевич. Кто у нее выступал? Шушкевич. Кто там показали? Лябедский, Богданкевич. Это оплот белорусскости у Беларуси. Но я ее понимаю. Дай она иной репортаж, ее на экран туда не пустили. И хотела без копейки денег. Потому что если на экране не покажут, 700 тысяч. Я хочу сказать, что терпение не только у власти, но и у народа не беспредельно. Мы слишком много позволяли здесь иностранным представительствам, средствам массовой информации, и в том числе российским. Но я вам скажу, что такой информационной войны, такой обрывной политики, которую сегодня российские средства массовой информации ведут по отношению к Беларуси, иностранцы себе этого не позволяют, из дальнего зарубежья, Германия, там, США и другие. Они себе такого не позволяют. За это жизнь можно отдать, чтобы мир был на нашей земле. Правильно, Володя. Вы ставите точки. Я бы хотел сказать, что, видимо, уважаемые депутаты, сообщат все-таки, что наша газета «Народная воля», которая почему-то последний номер издан в Литве, потому что закрыли фотографию, не дали, в настоящий момент он докладывает, она остается под охраной. Беларусь! Молодь за 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 Беларусь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Долой Луку! Може Шушкевича матер сходи? Ні! О Лукашенко друг народа? Ні! Може Шарецький військовий дядька? Ні! О Богданкевич банкіров батька? Ні! Може хто-нибудь комуняк? Ні! Ну тоді подержувати Пазняк! Народний фронт! Народний фронт! Народний
выработаны те предложения, с которыми мы должны были пойти к президенту, который в это время встречался с премьер-министром, и сложить эти предложения для подготовки единого соглашения. Такими предложениями от имени Верховного Совета в количестве депутатов 4 явились следующие. Первое. Это отмена всех указов президента, которые были определены Конституционным судом как незаконные. Второе. Это отмена в случае снятия указов процедуры импичмента. Практически процедура импичмента снималась сама собой, так как указы в случае их отзыва прекращали свое действие и не было предмета для проведения импичмента. Третий момент – это консультативный вариант Конституции, которая выдвинута президентом. И создание согласительной комиссии, которая должна была бы доработать предложение по варианту Конституции после проведения референдума. Таких 4 вопроса были выработаны, определены, и с такими 4 предложениями мы должны были пойти и пошли к президенту. Придя в полночь к президенту, там началось совещание, которое продолжалось почти 6 часов. На это совещание с нашей стороны были допущены только 2 члена. Это председатель Верховного Совета Семен Георгиевич Шарецкий и руководитель фракции коммунистов товарищ Калягин. Я и Кравченко почти в течение 5 часов находились в зале, в общем зале, где были и остальные члены делегации и журналисты. После проведения почти 5-часовой встречи председатель Верховного Совета вышел в коридор и сказал, что подготовлен проект решения соглашения, которое практически уже обсуждено и готово на подписание. Вместе с Семеном Георгиевичем я был пропущен в зал, где действительно я познакомился с этим проектом, и одновременно этот проект был вынесен в комнату рабочую, где подключился Петр Кузьмич Кравченко. Уважаемый Александр Григорьевич, я благодарю вас, что вы отмечаете, что только под моим усилием 5-й пункт был принят, где забиты нормы 50 представителей президента и 50 депутатов. Уважаемый Александр Григорьевич, я должен сказать, что таких предложений я не давал. Был записан пункт, где определялось и забито 20 депутатов, 30 депутатов. Я хочу сказать по 5-му пункту свою точку зрения. Я глубоко убежден, что нужно создавать консультативную комиссию, но состав Конституционного собрания, как здесь определяется, не вправе принимать окончательное решение по Конституции, по изменениям Конституции. Он может доработать эти предложения и вынести на утверждение Верховного Совета. Именно с такой процедурой я хотел бы и подчеркнуть, и именно по такой процедуре я хотел бы сказать. Тем более такого консультативного совета не существует, и вряд ли кто сегодня может назвать принципы его формирования. Уважаемый Александр Григорьевич, я считаю, что 5-й пункт действительно можно было бы принять в редакции, которую предложено в проекте постановления, что создать такой консультативный совет, разработать закон о таком совете, или как Конституционное собрание, извиняюсь,
Но обязательное условие этого конституционного собрания – представление своих наработок Верховному Совету до утверждения. Это для меня достаточно принципиальная позиция, еще потому, что, выступая во фракциях, Сергей Иванович Калякин действительно давал информацию о моем непосредственном участии и самой детальной разработке этого проекта. Поэтому, исходя из этими замечаниями, я хотел бы, Александр Григорьевич, чтобы мы приняли проект постановления. Он размножен именно таким способом, обсуждали дальнейшую процедуру принятия этого постановления. Объяснить получившим большинство на республиканском референдуме. Большинство, по моей, из Конституции, которая четко и ясно определяла, что это большинство составляет 50 плюс. Вы уже знаете, у нас в настоящее время находится в зале заседания делегация Украинской Республики, Верховной Рады Украины, а так само в зале находится и госпожа посол. Так само давайте порекомендуем. Калиласка. Номер 116 подготовится депутату Климову Андрею Евгеньевичу. Уважаемые коллеги, я поддерживаю предложение своего коллеги, пожелание сохранять лицо. Я думаю, лицо мы сохраним, если не будем бросаться на микрофоны. А вот поговорить о сохранении чести и достоинства в нашем Верховном Совете, я думаю, самое время. По проекту соглашения я хотел бы высказаться с трех позиций. Затронуть юридический аспект, политический и моральный. В Беларусь поселился сатанизм. И сегодня вопрос стоит только об одном. Какую прописку он получит? Временную или постоянную? До вчерашней ночи я думал, что это будет временная прописка. Но сегодня создается впечатление, что мы готовы узаконить такой механизм, как постоянная прописка. Итак, юридический аспект. Уважаемые коллеги, ответьте на вопрос. Законники, полузаконники, можно ли бороться за чистоту Конституции, за законность антизаконными действиями, через антизаконный механизм? Но вы же почитайте 2 и 3 пункт. Они уже противоречат закону о Конституционном суде. И это закрепляется, и руководители государства скрепляют это своей подписью. Но надо было бы взять самого последнего клерка из юридического управления Верховного Совета, чтобы он объяснил это людям. И что теперь предлагается мне, который здесь 9 месяцев говорил о некой законности Конституции, проголосовать за это? Вопрос о полномочиях. С удивлением узнаю, что кто-то наделил Шарецкого, Карпенко, Калякина некими полномочиями. Проснитесь, уважаемые. Не было такого заседания, никто не наделял их такими полномочиями. И мне, честно говоря, более чем удивительно видеть здесь подпись председателя Верховного Совета. В данном случае, если мы не хотим повторять Беловежские соглашения, столь любимые в этой зале, вначале должно были принять проект постановления и наделить таким правом председателя Верховного Совета, чтобы он завизировал тот или иной документ. Поэтому давайте оставим эти разговоры, что была некая делегация, и им были предоставлены некие полномочия от имени депутатов Верховного Совета ставить какие-то подписи и утверждать какой-то текст. В отношении юридической силы данного документа, уважаемые коллеги, для меня это вопрос весьма спорный, что данное соглашение действует с момента подписания. Более чем удивительным являются некие оговорки, что к этому документу мы не можем сделать поправки. Уважаемые,
Международные договора, которые приходят в Верховный Совет, выносятся на ратификацию, мы вносим в них поправки и изменения. И только после нашей ратификации, нашими поправками и изменениями, они могут приобретать юридическую силу. В данном случае мы имеем, несмотря на то, что поставлены подписи весьма уважаемыми людьми, проект соглашения, а не документ, который имеет юридические последствия и юридическую силу. Теперь политический аспект. Уважаемые коллеги, я не понимаю тех, кто говорит, что опять какой-то компромисс. Слово какое-то, вот уже мы избитое. Компромисс означает движение навстречу друг к другу. В свое время много было сказано, что исполнительная власть и президент пошли на компромисс, когда